Здравствуйте! Здравствуйте. В эфире «Диванные аналитики», очередной выпуск, в студии Денис Адамов. И Тимофей Ефремов. Итак, Денис, начинаем этот выпуск с довольно печальной такой темы. Это вот недавнее ДТП, в результате которого погиб Коля Бурцев. Да, и на твой взгляд, все-таки какой основной можно сделать вывод из этого происшествия? Нас все время любят во всем винить полицию, оказывается, там, есть такая версия, что там полицейская машина. Мне кажется, это все пусть идет на откуп тем, кто любит это дело обсасывать, обсуждать. Для меня основное то, что все-таки этот случай и аварии, которые случились в последующие дни, доказывает в очередной раз, что у нас очень-очень плохо с культурой вождения. Совершенно нет уважения людей друг к другу, особенно тех, кто находится за рулем транспортных средств. То есть, видимо, как только человек садится за руль, чувствует свое это превосходство над пешеходом, видимо, им овладевает какой-то демон, не знаю, величия или чего-то еще, и он совершенно не видит окружающих, он думает только о том, как бы ему доехать куда-нибудь побыстрее, и все. И здесь уже ничего вокруг ценного нет. Только я, моя машина и все, как я еду. Каким я еду, впервые всех, там, в удобном положении, не в удобном. И только об этом человек и думает. В итоге последствия такая дорогая цена. Водителям нужно одуматься, реально. Ребята, вы на машине, она тяжелая, она металлическая, она быстрее, чем пешеход в любом случае, вы находясь за рулем. Вы находитесь все равно в преимущественном положении. Да. И, грубо говоря, если вы куда-то опаздываете, умейте рассчитывать свое личное время. Выезжайте тогда как-то заранее. Все-таки. Да, и вот с этим лихачеством на дорогах, которое у нас сейчас активно пропагандируется определенными там субкультурами, да? Там город наш не предназначен, любой, наверное, город не предназначен для таких гонок. гонок. И, во-вторых, там элементарное нарушение правил. Нельзя, подъезжая к перекрестку, ускоряться. Это основное правило. Ты должен замедлиться, потому что это же правило почему так сделано. Установка на то, что вдруг кто-то там, выезжаешь справа или слева, он не соблюдает ПДД. Да? Ты выезжаешь, ускоряешься, пытаешься проскочить, а кто-то там такой же лихач. И вы сталкиваетесь. Да. А в данном случае человек выехал и считал, что там преимущество, кто-то сбоку якобы начинаются эти нюансы, что там тот виноват тот. Но вопрос в том, что ты выехал на встречку и почему-то вывернул на пешеходную зону. И в итоге такие последствия. Не надо было, значит, торопиться выезжать туда на такой скорости. Соблюдайте правила. То есть это правильно сказал у нас в интервью отец Марьян, что это должно послужить уроком для всех. У нас, как всегда, любят искать крайних, кто виноват, да. Все-таки в этом случае я соглашусь. Всем нужно. И пешеходам тоже надо перебегать, где попало. Не перебегать, где попало. Водители должны следить за дорогой, полицейские должны тоже пресекать нарушителей. Остановки должны в нужных местах стоять, а не там, где захотели. Только сейчас петух клюнул, сразу там начинает проверять, вдруг внезапно выявлять нарушения. А почему куда раньше смотрели? То есть обязательно должен кто-то погибнуть, что ли? Следующая тема, не менее, наверное, хотя нет. Тоже острая, тоже ключевая тема на самом-то деле, потому что дело Седалищева, да? Мы о нем уже говорили. Сегодня, как раз, когда мы сидим в эфире, вынесено решение, вернее, опубликовано решение суда. Некоторые юристы поспешили заявить, что полностью. То есть это победа безоговорочная. На самом деле, как мы знаем, там всего 2 пункта были опротестованы из 6 пунктов, которые истец менял ответчику. Остальные 4 пункта остались не опровергнутыми. И получается косвенно, то, что в них сказано, оно и не опровергнуто, значит это правда, грубо говоря. Фактически там самое громкое обвинение, которое прозвучало, которое очень сильно нервирует власть, да, то, что Егор Борисов способствовал распродаже республиканского имущества, способствовал отчуждению недр республики в ущерб жителям республики. То есть это, по сути, и это накануне Дня республики становится произошло, да? И вообще, получается, что наш глава, суд подтвердил, что наш глава не в пользу региона работает. То есть это какая-то пирова победа, грубо говоря. Да, если пытаются ее так натяжно растянуть, что все, прямо суд мы выиграли, но здесь есть нюанс, что рубль рублем. Да. Некоторые доводы, которые были озвучены ранее, они остались в силе. И по уму, если уж так брать, то надо, наверное, вычитать не рубль, а сколько там копеек будет из 6 пунктов-то? Грубо говоря, 40 копеек. 40 копеек, да, а не рубль. Потому что в итоге есть те пункты, по которым он считает, что сделал вред. И эта история старая с горизонта РТ. Всплывать начала. Да, потом сейчас можно еще вспомнить старые грехи. Это дело Siemens,
Но это тема, наверное, для других статей передач. Да. Тоже как бы экономическая тема такая, вот недавно, скажем так, порвавшая телеэфир, ворвавшаяся в нашу республику. Это дорогие авиабилеты. Авиабилеты, да? Вот недавно, опять же, Журналистское расследование громко так стояло. Федеральный канал провел, как бы, и там было поставлен такой вопрос, что почему у нас здесь, в частности в Якутии, на 300% завышены цены, да? Были даны сравнения, но тем не менее, как бы, прозвучал, скажем так, ответ в лице Павла Маринычева в программе другой вот на Вестях, где он там довольно-таки, ну, к его чести, толково, спокойно там разложил все обстоятельства, что да как, но те, кто спешат говорить о том, что все, вот эта передача, она там заказная, там все сплошное вранье, там какие-то эмоции, да, естественно, они совершенно в некоторых моментах. У них нас на северах народу мало, поэтому приходится идти на большие затраты для того, чтобы обеспечить узкую группу. Ну, как бы так и есть, граждан. Но мысль-то основная такая, что несмотря на те же самые субсидии, все-таки груз, финансовый груз в некотором плане государство скинуло на людей. И это и сказалось как бы на дороговизне их. А с другой стороны, говоря о том, что вот эти направления и так там невыгодные, убыточные, да, и мы их там чуть ли там не от сердца отрываем там, и даем возможность хоть какие-то там более-менее доступные цены делать, чтобы люди там летали. Но в итоге люди-то запертые по факту. Да? И это не создает привлекательности для этих районов. Там и было грамотно показано, что молодые специалисты не хотят туда ехать, потому что потом оттуда не вырвешься. А простые люди, которые проживают там, они тоже испытывают трудности. И если у них вдруг появится возможность уехать, они будут уезжать. А это же противоречит установке, которая как бы все-таки дается сверху, что север-то надо как-то все-таки стараться население сдерживать. Ну, то есть смотри. А какие это получается негативные условия, когда у тебя нет возможности нормального перелета, переезда куда-нибудь в другие регионы? Ну, то есть, когда мы в последний раз видели, чтобы наши власти... Вот, почему они начинают говорить об этом только тогда, когда у нас федеральный журналист приезжает, проводит расследование? Да? Почему нельзя вот публично сказать, ребята, у нас действительно дорогие тарифы, мы, наверное, в чем-то не дорабатываем. Да? То есть, люди выезжают туда и жалуются. А когда мы смотрим прямой эфир главы, почему-то вот как-то так это все обходится. Все время все ссылаются. Пытаются почему-то все свалить на людей, которые любят пожаловаться. Ну, извините, люди действительно испытывают трудности серьезные. Там какое-то лечение нужно, да, беда какая-то случилась. Потому что на самом-то деле это очень большие затраты. Я сам тоже знаю. Даже не говоря про Зырянку, да, возьми там районы, где плохо развита авиация, у нас на тот же самый Соскылах. Там просто люди годами заперты, оттуда выбраться не могут. И для них это вообще, в общем, мне кажется, здесь надо риторику оправдывания сменить на риторику деловых людей, которые ставят цель решить эту проблему. Да, то есть как бы... Если тарифы высокие, ну давайте подумаем, как их конкретно сделать доступными. Предложить механизм решения. Да. То есть, вот Маринычев, конечно, выглядел в эфире достаточно убедительно, красиво, да? Но заметьте, что он признал, что наша общая беда, но предложение решения проблемы не прозвучало. Не прозвучало. Это как будто звучит... Вот в моем понимании сегодняшние наши власти выглядят как... грамотные люди, то есть грамотный чиновник это не тот, кто предлагает решение, а тот, кто умеет все объяснить. Почему вот так вот на отчетах населения вот то же самое слышат люди, видать, да? Ну, хватит уже искать оправдания, давайте искать возможности. Как говорится, сильный ищет, это слабый ищет оправдания. А сильный ищет возможности. Да, а сильный ищет возможности. И в последнее время, вообще на протяжении всего времени, как я наблюдаю за нашим руководством, у нас постоянно одни оправдания. Ну, надеемся, этот тренд у нас постепенно сойдет, наверное, все-таки будет задан курс на то, чтобы решать проблемы, а не оправдывать их, почему они такие, да? Да. Ну и завершение, скажем так, у нас несколько тем, более позитивных. Это запуск ракеты с космодрома Восточный. Что у нас? Ну, здесь вот даже прям мистический случай произошел. Запуск планировался в День Республики, но так совпало, 27 апреля, но... он не состоялся по техническим причинам, его отложили тогда на сутки, то есть на сегодняшний день. Да. И до этого были выступления со стороны, скажем так, людей, владеющих какими-то там сверхъестественными силами, которые сказали, что вот они, дескать, не допустят, чтобы эта ракета взлетела, а вот отработанные ступени падали, значит, на территорию нашей республики. И вот этот
Значит, вот этот технический момент стали тут же обсуждать, говорю, вот, видимо, сработало это Ну, ты что заклинание. думаешь, действительно сработало? А мне кажется, здесь красиво так звучит, и может быть тот человек, шаман, который вот заявил о том, что вот он не допустит, он повлияет, как бы, и в 27 числа многие сказали, да, типа действуют наши молодцы там. Но на самом деле это ожидаемо было, космодром новый, и на нем запускать, это первый запуск, в любом случае могло что-то произойти, я вот это ожидал. Это, ну, реально, это специалисты, которые там все это сделали, они же не хотят, чтобы это обернулось первый запуск какой-то катастрофы. Малейшее какое-то там срабатывание электроники, что-то, какие-то сомнения, они поступили правильно, они отменили. Перепроверили еще раз, и сегодня она взлетела. И тут же, конечно, ну, оперативно сработали, у них, оказывается, уже там штаб есть специальный в Вилюйском улусе, да, или Верхневилюйск? В общем, в Вилюйской группе улусов. И они там на месте уже отслеживали, упадет, где, как, что это ступень. Ну, я думаю, здесь, наверное, они уже наглядно будут показывать, там, куда, наверное, она упала. Ну, да? Ну, а в завершении такая тема. Вот сегодня, в 28 апреля, прошли контртеррористические учения, которые, опять же, прошли не без, скажем так, неудобств для горожан. То есть были перекрыты две улицы, центральные, Кирова и Пояркова. И в итоге людям, как всегда, затруднили передвижение, да? Ну, с одной стороны, учения нужны, действительно, и они, возможно, и позволяют нам быть готовыми к каким-то нестандартным ситуациям, и там действительно отрабатываются нужные вещи. Другое дело, что при их организации, наверное, надо все-таки продумывать, как минимизировать вот эти последствия как для сделать горожан. так, чтобы люди могли нормально передвигаться, да? А то у нас еще делается для того, чтобы для галочки, да? Ну не для галочки, скажем так. Основная функция учения, все. Что после, как вокруг, это как бы не волнует. Но в итоге люди у нас скачут, там, перескакивают через канавы, какие-то там трубы. Ну, в целом, значит, город у нас очень плохо приспособлен для таких вещей. У нас все-таки городским властям надо обратить внимание на наше благоустройство. То есть выявилась проблема благоустройства недостаток. Стоит чуть-чуть две улицы перекрыть, и уже пройти невозможно. Потому что там у них трубы, там у них лужи, там что-то ямы еще, какие-то, проходят, траншеи. Все-таки, во-первых, надо как бы думать о людях во всех смыслах. И в момент учений, да, и вообще в целом городским властям все-таки надо по улицам. А с другой стороны, может быть, это был и элемент учения как раз-таки. То есть, потому что вдруг вот что-то происходит такое, и ты уже перед фактом. Вот никто же не предсказывает, что вдруг что-то произойдет. Никто не сможет перед этим что-то тебе удобно организовать. И тут ты перед фактом, все, решай вот сам. Канава, там что-то происходит, значит, ликвидируют вовсю там, то все, а ты вот будь любезен. Да, то есть сам вот решай вот возникшие поэтому проблемы. наш город в этом плане очень удобен для всевозможного рода этих учений. Давайте как-нибудь еще такое учение проведем. Так представь такое, не знаю, там... Метеоритный дождь. Ну, у нас противопаводки учения есть. Хотя мы каждую весну прыгаем, и мы готовы там к некоторой степени уровня воды. Противопаводковые учения, у нас противопожарные учения. Там. У нас отключают электричество, воду отключают. У нас учения проходят. Вот у тебя дома есть запас воды, когда отключили? Есть. У меня несколько бутылок есть. Видите, мы уже, у нас инстинкт заложен быть готовым ко всяким таким вещам. В общем, мы люди такие, да, готовые ко всем этим. Может быть, специально для этого и делать, чтобы мы были такими. Готов ко всему. Будь готов, всегда готов. Ну ладно, на этом завершаем наш выпуск. До следующих встреч. С вами был Денис Адамов и Тимофей Ефремов. До свидания.